Новое радио. Что ж, всем привет еще раз, друзья. Время уже 18:00, а это значит, что мы продолжаем шоу «Девчат» в студии Ганджина, Хубон и Фарида. И в гостях у нас просто прекрасный человек, красавица, спортсменка, комсомолка, модель и, конечно же, СММ-специалист Диана Нурулина. 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 Ну все, рули тогда, Диана, что ты? Как дела? Все нормально? Все хорошо? Спасибо, отлично. Ближе Всем немножечко к приветики, микрофону. пистолетики. Как добралась до нас? Нормально? Все хорошо? Отлично, я рядом живу, да. Рядом живешь? Да. Давай Все, мы все вместе после идем Заходите в гости. к ней в гости, да? Это ради приличия было сказано, скорее всего. Так она еще не Так же, звала как и нас. все, в принципе. Не, она сказала вот сейчас. Да? Да, сказала. Как дела, Диан? Отлично. Нормально, всё хорошо, я как надеюсь, проживаешь? У вас тоже все хорошо. У нас Всё все, слава отлично. богу, хорошо. Все Самое нормально. Давай тогда ты сейчас представишься перед нашими радиослушателями. Да, как бы ты себя представила, Диан? Я бы себя представила из дипломата в модели с модели в СММ. Очень интересная такая история. Да, еще раз повторюсь, меня зовут Нурулина Диана. Мне 22 года, я не замужем. С козырей пошла. Фарида, у тебя конкурент появился? Моложе, чем Фарида. Моложе. Постоянно Моложе. Фарида на нас, да? Да. скидывает это все. Моложе. Нурулина, қалин часмы? Дорого. Посмотрим, кто сколько предложит. Вот подожди, у нас были торги, и Фаризе предложили 20 тысяч долларов. Серьезно? Она торги начались с 4 тысяч, и мы такие, это что это? В случае с Фарида? Фаридой Аукцион. увеличилось, да, Да, получается? очень сильно. Аукцион, да. Хотя, да, Да, мы в увеличилось, аукционе, получается, да, мы да. были. Нормально, такой бриллиантик хороший. Сколько ты скажешь, Диана, вот стартовая цена, как минимум? 5. 5. Так скромно. Тенге? Или как? Нет, доллары. Евро, ладно, давай. 5000 евро. Ну, это 5000 сейчас евро. больше, Начнем чем аукцион доллар с там. 5, да. Немножечко. Позже сармы крон подписчикой Диана. Ранги Да. подписчикой ман. Ты достойна большего. Ты 10 тысяч, ладно. Якта подписчик мунавишта ки бага $20,000 берем хатимо кор мекни барои қарза додан. Окей, значит, у нас СММ, да, ты сказала, дипломат всё верно. и также модельное Модель. агентство. Давай начнем тогда с того, с чего ты начинала вообще. С модели, наверное, да? Да, конечно, начинала я с модельного в 15 лет. Ага. Долгое время меня не хотели брать. Рост высокий, но маленькая. Как это понять? Вот так, по Синусовая, возрасту да. маленькая. По да, возрасту, по ага. возрасту, но вроде из старших девчонок я была самая высокая. Ага. Вот начала, все пошло-поехало. Это в каком году было? 15-й год. 15-й год в Душанбе. Да, в душе. Какой у тебя рост, Диан? 1,79 м. Воу. Да, вот. Матамиро фами, да, каблуки пусть дома, да. Сколько весишь? 60 килограмм. Ясно. Почему, Ганджина? Почему ты так реагируешь? Вопрос, сколько весишь, да? Да. Да. И что дальше было-то? После уже конкурсы красоты 3 Так. и студенческая жизнь. Поступила Конкурсы в Казань. красоты где? У нас здесь, в Таджикистане? Нет, не в Таджикистане. Первый проходил в Казахстане, Так. в Алмате и в Астане на тот момент. Ага. И после уже в Москву пригласили, после Москвы в Корею. Классно. Вот в Корее, Прям такой- кстати, прям Да. у них очень-очень много красивых моделей Было, тоже. конечно, предложение с L'Oréal Париж Мгм. улететь на полгода. Конечно же, мама не разрешила, потому что я училась в 11 классе. Это здесь, нужно да, было когда вы заканчивать, находились да. в Душанбе? Нет, я находилась в Корее. После окончания конкурса пригласили сразу, ага. да, предоставили договор на сотрудничество. Увы, не сложилось. Мама есть с мамой. Не разрешили. Прилетела я обратно. Поступила после 11 класса в Казань. Училась. Как грустно сейчас. Почему всем так Дошла грустно? так грустно, да, я прям вспоминаю это с такой ностальгией, мне прям так жалко тот момент, что я упустила, но все, что не делается, все к лучшему. Да, Ама вот и- жаспеш. Да, Факат конечно. бистуду солдори Диана. Получается, ты в 11 классе уже сотрудничала с модельными агентствами, что ли? Да. Классно. Диана, то ҷое ки ман медонам, ман 2 сол ё 3 сол пеш дидам ки аллакай акси шумо дар ҳама ҷоҳо ҳаст, аллакай шумо реклама мекунед либосҳоро. Мехостам савол диҳам ки чӣ сабаб шуд, маҳз кадом баромади шумо буд ки шуморо аллакай шинохтанд дар Душанбе?
баро ки пештара даврои синфи 11 даҳӣ ба фикрам он қадар намешинохтанд. Нет, в принципе, тогда меня звали, узнавали, но тот момент как раз-таки был остановкой, и я улетела в Казань. То есть как бы с моим перелетом это все остановилось и забылось. Я прилетела, начала заново возобновила, да, пошла в модельное агентство ТНЗ, и все началось с Гелоса. Гелоса. Да. А сейчас ты являешься лицом, получается, Гелос, или как? Нет, к сожалению, я ушла. Я сейчас работаю с другим брендом, с Мави. Вот, и сейчас я веду их странички, сотрудничаю с ними. Но с Туиром, насколько нам известно, у тебя хорошие отношения, потому что вчера даже, когда мы публикацию добавили на нашу страницу, да, комментарий он поставил, говорит, вот, ее я послушаю, надо всех слушать. Нет, Тахир прекрасный человек, и очень радуюсь, что я с ним работаю, потому что как коллега он достойный. А как наставник? Комфортно. И как наставник. То есть, получается, ты все начинала с Туиром? Все верно. Карьерный рост. Ман вақте ки 2-3 рӯз пеш дидам Тоир история карда буд ки ана Диана меравад бо хеле хандида гуфта буд. Озар аз духтаро пурсидам ки шумо чӣ фикр мекунед, пранк буд ё ки дар ҳақиқат аз он ҷо рафт аз хай мебиёд савол метем. Гуфтам. Как он попрощался с тобой, нормально? Да, конечно, мы попрощались с ними очень даже хорошо, на дружеской ноте. Это для меня самое главное, потому что я не люблю уходить со скандалом. Даже если уйду со скандалом, то, наверное, я вернусь и попрошу прощения, потому что не буду ждать с их стороны, но сама первая попрошу, потому что стоит все же заканчивать на хорошей ноте. Даже если и не ты виновата? Да, если даже не я. Это вообще не про меня. Это вообще не про меня. Это для меня больше хорошая нота. Диана, это довольно-таки наверное, для девушек, да? Мы же всегда такие, даже если я виновата, я не виновата. Все остальные виноваты, я не виновата. Это в отношениях. А это везде должно быть так. А мы вообще не виноваты, в смысле? Мы ничего не сделали. Окей, мы поговорили насчет вашей работы в сфере моделинг. Да? Am I right? Yes. Хорошо. Я как человек, который, кстати, тоже училась на дипломата и потом перешла на СММ. Тоже модель, тоже. Это очень короткий период. Очень короткий период. Это было давно и неправда. Это было очень давно. Это было очень довольно-таки хорошим опытом, когда ты выходишь, ты сначала комплексуешь, но при этом... Как ее пустили, да, я помню, ты выкрикивала это, когда сидела. У тебя был вопрос. Да, я хотела поговорить насчет СММ. Как ты к этому пришла? Очень странно. Я же говорю, что все начало... Нет, как я к этому пришла? Самый лучший вопрос, да. До этого я прогуливалась с молодым человеком. Он меня звал в Мави, но там получилась такая ситуация, что временно меня не взяли, потому что тогда им не нужен был СММ-специалист. И он такой прям, нет, ты вот сможешь, я вижу тебя в СММ. Я прям хочу, чтобы ты взяла нашу страничку. Он работает в Мави. После я иду просто помощницей в Гелос. Как модель и помощница Тахиру. И вот это вот все разворачивается тем, что я набираю оборот, опыт, и у меня хорошо идут сторисмейкер, да, рилс-обработка, я такое, ничего себе. Это классно, это, кстати, одно из сейчас прибыльных направлений, говорит вам человек, который занимается в этой сфере. Я подтверждаю. Да, так и есть, это новые профессии, поэтому сейчас мало, наверное, таких... хороших экспертов, специалистов, везде их не хватает, поэтому... кстати, помимо Мави, вы ведете что-нибудь еще? Да, Аиша. Аиша. Да, ягон ҷо хонда будед шумо барои СММ шудан ё ки... Нет, моя жизнь вообще такая... От Бога. Нет, к сожалению, может, к счастью, нет. Лишние деньги не трачу, но самоучка. Что удивительно, да, мне всегда дается все самой сразу. То есть ни обработки, ни рилсов меня никто не учил, я научилась сама. То есть я смотрю что-то, вижу, хоть и я потрачу 1,5 часа, но я сама, это останется у меня. Да. А в обучении, мне кажется, тебя научат, но это все равно забывается. Да, я тоже согласна с тем, что мне легче набивать шишки самой. Типа мы СММ еще такое направление, в котором единственное, что от вас требуется,
это начать писать, и чтобы должна быть насмотренность. Если вы хорошо знаете язык, умеете им хорошо управлять, то это придет. Должна быть какая-то развитая именно творческая сторона. Таргетинг и все остальное, это, опять же, вы набиваете руку. Даже если вы пойдете к кому-нибудь, к какому-то таргетологу, он вас научит, вы посмотрите, но не факт, что вы запустите правильно, потому что вы должны знать уже бизнес изнутри. Поэтому советуем в первую очередь начать образовываться самим. Что мы всегда, кстати, говорим, да, об этом? Да, всегда говорим про образование. А ты не хочешь развиваться дальше в этой сфере? Именно Хочу, SMM? конечно. Есть конечно в планах? же, да. Думаю. То есть Думаю, еще будет, размышляешь. да. В принципе, моих навыков сейчас достаточно. И если мне нужно будет что-то новое и более углубленная часть, то, конечно же, я обучусь. В принципе, я была недавно в Беларуси, и у нас проходил форум, медиашкола. Там вот некоторые азы SMM, я тоже узнала что-то новое. Как раз-таки это и помогло. Что круто, все бесплатно, все оплачивали. Да, это классно. Мы любим, когда все бесплатно, да? Бесплатно и полезно. И полезно, да, все верно. Там вся молодежь собралась. Не всегда, Фарида. Для меня всегда. Бывают исключения. Окей. Напомню о том, что у нас в студии гостья, и мы узнали о том, что она, оказывается, занимается SMM, а также является непосредственно моделью. Так вот, Диана, нам интересно, сколько же ты зарабатываешь? Мне хватает на жизнь, хватает на обеспечение мамы, это самое главное. Барой Питерафтан? Барой Джамкардан Питерафтан? Конечно. Подожди, работа модели. Модели и SMM, все вместе. Все вместе, да. Да, я все вместе спросила. А я думала, от 5 и выше. Нет. Я такая... От 5 и выше? Да. Ну, от 5 это уже хорошо, потому что вчера как раз-таки вышла статья о том, что среднестатистическая зарплата в Таджикистане это вот начинается от 1650 сомон, да. 1665 сомон. Это вот вы вообще видели цены на помидоры? Да. Не знаю, на лук? У моей мамы 1500 зарплата. Ну это вот среднестатистическая. Барой духтар, барой зан, вақте ки шавҳар дорад, намедонам, вақте парин дорад, шавҳар дорад, ин мешавад зиндагӣ кардан. Вале ман фикр кардам дар бораи мардоне ки 1600, 2000 майлаш 2500 мегиранд, чӣ гуна метавонанд ҳамон 3-4 фарзанди худро нигоҳубин кунанд, хонаводаро нигоҳубин кунанд, худашон кор кунанд, худашон скажу, мы должны дать дань таким женщинам, которые поддерживают, которые экономят. На ҳамард мегузорад ки занаш кор кунад. Не, подожди. Если тебе интересно, ты можешь отдельно интервью у меня взять, потому что ты сейчас описываешь мужчину, но почему-то я слышу про себя. Да. Так и есть, потому что женщина готовит, женщина покупает детям. Все это делается именно со стороны женщины. Поэтому я и говорю, что мы должны дать дань таким женщинам, которые поддерживают, экономят где-то. Тебе такое не знакомо, Фарид? Вообще нет. Ман умедворам ки дар оянда низ ба ин чиз ман вонахӯрам, ин чиз нашавад аз зиндагии ман. Главное уметь правильно мотивировать, потому что суммы могут меняться. Ты сегодня получаешь 10 тысяч, завтра 1000 зан метавонад шоҳро гадо кунад ва гадоро шоҳ кунад. Вот именно. Самое главное. Большая поддержка со стороны. Нужно еще правильно подойти к этому, чтобы направить своего мужчину. Да. Вот. Но все равно, если так рассуждать, то, конечно, сложно тому человеку, кто зарабатывает 2,5, содержать жену, детей. Еще детей немало. 4-5. И это очень сложно, да. Школа, обучение, канцелярия. Либос, роҳгиро вақте ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд, ба фикри ман зиндагӣ дар шаҳр душвортар аст. Албатта дар қишлоқ хайрафпулӣ намекунанд, як либосро мепӯшанд. Ну, у нас же есть определенные традиции. Например, если молодой человек зарабатывает 2000 сомон, он как минимум живет со своими родителями. Родители всегда помогают и поддерживают. Есть же такое? Ну, согласна, что не когда дома живут две семьи, это чуть легче. Вот ну, как минимум, он не платит за квартиру, как минимум, он не тратится на продукты, он только на свою дорогу, наверное, тратится, покупает себе там пару вещичек. Но в целом мужчины же, они не так часто ходят на шопинг, как девушки, поэтому особо и на одежду они не тратятся.
Поэтому... Нет. Ну, смотря какой мужчина. Подождите, вот... Среднестатистически, давайте. У меня есть такой момент, когда мой брат еще не женился, он был прям шопоголиком, он одевался, он был на стиле, он носил какие-то непонятные вещи, вот эти ботинки длинные, узкие. Я такая, какой кошмар. А если он меня слышит, кстати, я такая смотрела, он постоянно тратился на себя. Когда он женился, когда у него появилась жена, он такой, это, да, рубашка изношена, в смысле, я ее всего лишь 5 лет ношу, нормально, мне пойдет. Потому что меняются приоритеты. И что у девушки меняются приоритеты, что и у мужчин меняются приоритеты. Кстати, насчет приоритетов перейдем к стереотипам, перейдем к нашим стандартам, о которых мы говорили ранее, да? Диана, ты нас слышала, да? Мы говорили про стандарты красоты, которые задают, что это все изменилось, сейчас за естественность, сейчас за натуральность, за здоровый образ жизни и все остальное. Но я, знаете, что хочу сказать перед тем, как Диана скажет про то, кто для нее, например, стандарт красоты, или же какая эпоха ей больше всего нравилась. Вот есть же какие-то бьюти-тренды, да? Вот есть какие-то бьюти-тренды, которые вас раздражают, потому что у меня это есть. Меня, например, одно время раздражал начес. Когда у всех... Да, это как будто 80-е, вот этот начес у всех, и все такие, я смотрю на них, и вот этот несуразный начес, который сделал неправильно. Я рада, что я не родилась в это время, когда еще были в моде тонкие брови. Это я рада, потому что у меня очень большой лоб, и если бы я еще бы убрала бы, у меня были бы тонкие брови, я бы никогда бы себе никого не нашла. Я бы не то, чтобы до 24 лет была бы одна, я бы была бы одна и до 35 лет, и до 40, и была бы... баъзе ҷойҳо маҷбур мекунанд, чуноне ки ман гуфтам дар телевизион маро маҷбур кардан ки каме дигаргуниёрам. Барои ман начос, барои баромадан хабару хондан. Нет, она сейчас не про такие начесы говорит. Это вот про какие-то трехъярусные, четырехъярусные. Я понимаю, почему делают начес когда новостной, да? Потому что убирают же, чтобы вот этот объем был. А я имею в виду, когда ты приходишь, да, в повседневной жизни, и у нее вот такой начес, она сидит, ты не видишь ничего, что перед тобой, ты пропускаешь свою остановку как минимум. Потому что начес огромный. Да, была такая история у меня в школе. Я надеюсь, что она сейчас вообще... Надеюсь, что она не увидит этот эфир, потому что она поймет, что она это была увидит, я. Мадина, посмотри. В общем, в школе... Нет, ее зовут... Я не буду говорить, как ее зовут, она сама поймет. В общем, она делала большой начес, и мы, так как сидели за ней, то есть я не помню, за какой партой, за 4-й, по-моему, я сидела с подружками, она сидела за 1-й партой, и у нас в школе постоянные приколы были. Мы, то есть, покупали ручки, которые вот снимаются с них эти запаски. Запаски снимались, пластмассики оставались, и мы бумажку брали, разжевывали и плевались. Все ее волосы. Все ее волосы. Она один раз пришла утром, говорит: ами шумо кадомтон сари мада о қадар коғаза вай кадем хона мерам сармашона мекунам пури коғаз вам дестай. Еще это не замечала. Она не понимала. Она не чувствовала. Начнем с этого, да? Я такая, Ганджина, жесть какой. Когда я спросила про то, какие бьюти-тренды вас, например, пугали, раздражали, то, что вы не любили, не знала, что узнаю, что ты такой плохой человек. Я просто искренне ненавидела начес, поэтому. Так вот, давайте тогда перейдем к Диане. Кто, по-твоему, эталон красоты? Моника Белуччи, Шарлиз Терон. Две женщины, которые они для меня не эталон красоты, но они мне очень нравятся. Для меня всегда эталоном будет моя мама. Для меня самое первое место. То, к чему я стремлюсь, то, кем хочу стать в будущем, как мамой, как женой, как хозяйкой в доме, это мама, конечно же. Но вот если смотреть из звездного шоу-биза, то, конечно же, Моника Белуччи и Шарлиз Терон. А почему? Фигура. Из-за фигуры, то есть... Да, потому что это они не разные, худые. Да. Они не худые, я не люблю особо с формами они. Я люблю пышные формы, красивую там грудь, бедра и тонкую фигуру. Ну и не всегда тонкую фигуру, но чтобы это красиво было. Да. Но если Моника Белуччи, она прям с формами пышными, да, при этом у нее там очень симметричные черты лица. Вообще, вот это да, все. она вот олицетворение женственности. Да, многие очень приводят ее в пример. Но при этом Шарлиз Терон, она более такая, если сравнивать, да, Шарлиз Терон более такая
дерзкая, она такая... она играет в основном роли такие, которые вот с характером. А Моника Беллуччи, это же более олицетворение женственности, сексуальности, когда она просто сидит. Я помню, даже когда я смотрела интервью, я такая... Это что называется в девушках две личности. Да, есть женственная сексуальность и такая дерзкая, боевая. Может быть, не зря Диане они нравятся. Да. Она просто вот это совокупность всего того, что хочет увидеть в себе Диана, или в ней это кроется на подсознательном уровне. По-любому это есть. мо бояд розишавем ки ҳар вақте ки филмҳоро мо тамошо мекунем бо Моника, мо барои худ ягон чиз мегирем. Ҳамин хел аст ё не, Диана? Да, конечно же. баъзе ҳолатҳо мо худамонро мебинем, баъзе ҳолатҳо баъзе чизҳое ки моро нороҳат мекунанд. ҳолатҳое ки ман вақте филмро тамошо мекардам, 2-3 рӯз худамро Моника тасаввур мекардам. Такая сидишь в машине в такси, да? Едешь куда-то в жару, 50 градусов, и чувствуешь себя Моника Беллуччи такая. Ё вақте ки ягон кас ягон гап мегуфт. Ты идёшь по улице, да, с чёрным платьем такая. ҷои кор да мерам ба меган ки ягон кас ягон чи гуфт ё ки ягон чи ба ман преступление, её красота. Самое главное, Малена, да. Боже, я помню, когда я посмотрела этот фильм, я была в депрессии, потом я себя успокоила тем, что я не такая красивая, и мне это не грозит, и из-за этого... Кстати, вот смотрите, стандарты красоты, да, о которых мы говорили. Когда человек красив, это же налагает на него какие-то, не знаю, стереотипы. Ответственность, да, что вот все смотрят, все ждут от тебя какого-то подвоха или чего-то еще, и постоянно ищут какие-то твои минусы, чтобы сказать, да, вот ты не такая классная, ты не такая крутая. Был еще фильм «Не родись красивой, родись счастливой», если вы помните, да, смотрели? Это очень старый фильм, действительно, наверное, сложно нести в себе и красоту, и счастье, потому что говорят, что красивые люди больше несчастны. Да. Тем некрасивые, да. Теперь понятно, почему я счастливая. Вот почему мне везет. Нет, кстати, Диана, бывало такое, что ты такая, вот я красивая, и из-за этого вот ко мне вот такое отношение. Бывало такое, что тебя воспринимали поверхностно, вот если перефразировать вопрос? Не всегда, наверное, я считаю себя красивой, возможно, милой, симпатичной, но не красивой. Ну, как бы, я не знаю, для меня все красивые, все девушки, каждая красива по-своему, у каждой своя индивидуальная красота. Много комплиментов со стороны, не знаю, других людей. Я это все равно не зазнаюсь и, наверное, не воспринимаю как-то так. Уже не воспринимаешь, да, наверное? Больше, я вот сама себя знаю. Обыденность. Я знаю себя, мне этого достаточно. То есть, как бы, я и не считаю себя страшной, допустим. У меня что-то 50/50. Главное, что я не зазнаюсь, и у меня звезда на лбу не появилась. Это самое главное. Я вот к этому стремлюсь, кем бы я ни стала, чтобы ходила на земле, а не летала на небесах. Классно. Будьте и красивыми, и счастливыми. Это Новое радио. Генеральным спонсором нашего шоу является Ян Косметикс. Это официальные дистрибьюторы Доктор С, Райан, DP-Dex, Эксклюзив, Нукас, Марк Бартон, Мартин, Леон, Тала Люкс. В Таджикистане также у Ян Косметикс есть шампуни, обеспечивающие мягкое очищающее действие. Защищают они волосы от вредного воздействия окружающей среды. Вот в эту жаркую погоду самое то, поэтому, дорогие друзья, подпишитесь на Ян Косметикс в Инстаграме, если вы о них... Нет, о них вы слышали, конечно же, потому что наше шоу уже... Который гость у нас, Диана, по счету? Девятый, получается, или 8? Девятый. Да. И плюс добавь, пожалуйста, то, что если вы хотите такие же шелковистые волосы, как у Фариды, да, моя любимая часть. Именно Ян Косметикс нашим генеральным спонсором. И ваши волосы фамед ва ҳама ба шумо нигоҳ кунад, пас аз шампуни Ян Косметикс истифода баред. Идеально. Вот, девочки прям знают толк в рекламе. Итак, давайте тогда мы вернемся к Диане. Мы уже узнали о том, что ты побывала во многих странах, да? А куда ты часто едешь? Вот за границу, чтобы отдохнуть, как-то поразвлечься? Да. Какая страна тебе больше всего нравится? А я работаю. Но чаще всего я летала в Молдову к сестре.
Для меня там отдых был. Там дети, я люблю детей, и времяпровождение было самым лучшим для меня. В основном я не отдыхаю, люблю отдыхать я в Душанбе. Вот и пришел наш подарочек, да, как мы видим. Да, это, кстати, вот цветы тебе. Цветы. И от нашего генерального спонсора вам подарок. Ян Косметикс шампунь, чтобы вы слышали часто комплименты в свой адрес. Тут не только шампуни, тут вот есть еще и гели для мытья, для посуды. Это намек сейчас Диане, наверное, был, чтобы она чаще мыла посуду дома. Кстати, гель классный, он у меня дома есть. Так вот, значит, в Молдову, да, к сестре? Да, в Молдову летала. А так я люблю отдыхать в Душанбе. Для меня это самое родное, самое близкое, и наша красота не сравнится ни с другой страной, ни с одной другой страной. Да, так и Патриот есть. своей страны. Поддержим туризм в нашей стране. Отдыхайте у нас, тратьте деньги именно в нашей стране. Не нужно уезжать в Турцию, потому что в Нурехе не хуже. Я вот загорела, отдохнула, вообще как. Давайте не будем, я вообще не отдыхала в этом году. Кстати, да, уже слышала упрек, да? Ну все, так. Мы работаем. Мы работаем, да. Скажи, пожалуйста, с кем из дизайнеров ты работаешь, сотрудничаешь на данный момент? Нафиса Имранова, Кучкалиев. Так. Их достаточно много. А есть фавориты? То, что ты носишь, да? В жизни? Да. То, что я ношу, наверное, больше повседневные футболки и джинсы. И если выбирать дизайнеров, у кого бы я, допустим, купила бы для свадьбы, конечно же, однозначно у Кучкалиева. А для повседневной жизни, для стиля и так выделяться среди всех, у Нафисы, конечно. Да, кстати, Нафиса у нас была в гостях. Да, Нафиса была. Да, была, мы говорили о ее коллекции, замечательная коллекция, действительно. Забыла. Гугуш это тоже отрав всего. Гугуш идеально, она прям шикарно шьет. И вот ее бы для повседневки тоже бы. Да, выбрала. Гугуш тоже. Кстати, она тоже добавляет вот национальный колорит, это тоже выглядит очень красиво. Подходит что и на выход, что на каждый день. Обожаю вот чапаны, вот это все атласовое. Я просто не ношу их для повседневной жизни, но при этом это действительно очень красиво и выделяется, и намного стильнее, нежели, ладно, тот же Гуччи. У нее просто шикарная энергетика, и прям так и хочется к ней пойти, с ней поболтать. Вообще наши дизайнеры крутые. Да, так и есть. Опять же, поддержим отечественных производителей. Да. После туризма пошло что-то патриотический эфир у нас, да? Вернемся тогда к тому, что Диана у нас и модель, и СММ-специалист. Тебе не сложно это все совмещать? Заниматься двумя делами одновременно? Ты успеваешь? Успеваю. Диана, гон график дори диоки график худатон майя мекрен. График есть в Мави. Это мой основной такой рабочий график. Я иду туда с утра. Завершаю свою работу, выхожу, по определенному графику иду на вторую работу, и в моментах у меня уже идут модельные заказы. Конечно, не по графику, потому что бывает, что срочно вышел заказ, нужно за час собраться. Ты бегом собираешься. Это вот по-таджикски, да? У нас же любят предупреждать собираешься за час. 15 минут просто и выбегаешь на съемки. Кстати, вот был момент такой в твоей работе, что такая вот с ним я больше не хочу работать? Нет. Не было такого? Не было. Меня прям удовлетворяет все там. Я хозяйка. В плане того, что хозяйка именно своей сферы. То есть никто мне не указывает, никто не говорит. Они видят, что я умею работать. Я умею вести свою работу. И это самое главное. Это же пришло с опытом. Ведь это так? пришло с опытом. Вначале же неужели не было таких моментов, что такая не хочу, не могу? Нет, такого не было. Нет, вот поэтому я и говорю, да, вот, когда это мечта, но при этом бывает же момент, такая вот, я, конечно, буду работать, но вот с ним никогда. У всех же, когда ты работаешь, набираешься опыта, такая, все ясно. Вот. Да, это то, что связано со всеми моими бывшими работодателями. Было у тебя такое? Нет, такого не было вообще, да? Нет. Это хорошо. Это, она же нам говорила изначально, что она в целом не конфликтный человек, поэтому даже если и было, вряд ли она бы сказала в лицо этому человеку. Так вот, мы Диану немножечко заинтриговали до того, как выйти в эфир. Мы тебе не рассказали, да, о самой любимой нашей части этого эфира. Давайте. Так, у нас есть, мы подготовили для тебя игру. Игра называется «Да, нет». У тебя есть время.
у нас есть вопросы, и ты должна максимально быстро отреагировать и отвечать нам на вопросы вообще не раздумывая. Да, то есть у тебя быстро, нет быстро, ни секунду быстро. на раздумье. Ты быстро-быстро Да? говоришь. Нет, да? Нет. Окей? нет. Хорошо? Хорошо. Ты готова? Да. Хорошо. 1, 2, 3. Поехали. Кидали когда-нибудь людей? Нет. Меняли ли что-то в своей внешности? Да. Часто вы любуетесь своим отражением? Нет. Любите ли вы посплетничать? Быстро Да. читаю. Часто ли просыпаетесь среди ночи, чтобы опустошить холодильник? Нет. Вы на все готовы ради денег? Нет. Считаете ли себя красивее подруги? Нет. Вашу классную руководителя как зовут? Татьяна Николаевна. Чистите Первого ли... класса. Чистите ли вы зубы? Конечно. Да. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же? Да. Считают ли вас человеком живым и веселым? Да. Понравились наши вопросы? Да. Считаете нас тупыми? Нет. Гелос или Корвон? Гелос. Нафиса Имранова круче или Умет Кучкалиев? Можно не это только. Деньги важнее любви? Нет. Заставляли ли кого-то отправлять цветы? Нет. Во время... Видишь, поймали. Да. Во время отдыха мы пьем? Нет. Нет, я хотела сказать, что мы пьем. Она такая сразу нет. Вообще не пьешь Нет. во время отдыха? Нет. Окей. Ели ли с чужой тарелки? Да. Да? Понравилось наше шоу? Да. Супер, спасибо большое за ответы. Это вот она прям быстро среагировала. Да, очень Смотри, она быстро, подготовилась. да. Мне кажется, не надо было ее интриговать, потому Вообще. что она сидела такая, так, Мы должны щас. были в какой-то момент такие, у нас Ой. вопросы, быстро отвечай, Диана, быстро. Я такая, все, хорошо. Окей, Ну ладно. хорошо. Но в целом это был очень, очень продуктивный эфир, по мне Да. так, да? Было Вам интересно. понравилось у нас, честно? Всё Будете нормально. приходить к нам еще? Конечно. Но я всегда. надеюсь, что это первый, но не последний эфир Да. с присутствием, с участием Дианы в нашем шоу. Я напомню, что это шоу «Девчат», волна 95,5 FM. Вы можете нас прослушать каждый день в четверг с 17:00 до 19:00, а гости у нас подходят к 18:00. Наверное, об этом сейчас не надо было говорить, потому что целый час мы по ходу говорили, до 18:00 никто нас не слушал. Слушайте нас именно с 5 часов вечера каждый четверг. Есть что сказать напоследок, Диана? Хочу поблагодарить вас за теплый прием и за Young Cosmetics. Спасибо, я Человек люблю знает подарочки. Да. Особенно, когда бесплатные. Кто их не любит? Я шучу. Нет, спасибо большое. Я очень рада была с вами поболтать, посплетничать. Девчат есть девчат. Вот, спасибо за цветы. Самое мое любимое. Даже больше цветы. И да, еще раз поблагодарю генерального спонсора. Все, Спасибо спасибо большое, большое. Диан. И что Мы ж, вам говорим пока, но мы не прощаемся, потому что ровно через неделю, в четверг, как ранее сказала Ганджина, вы опять начнете нас слышать. на этой хорошей ноте мы с вами попрощаемся, но ненадолго, ровно через неделю мы будем в этой студии в эфире. Всем Всё, пока! пока. Пока-пока. Хайр. Новое радио.